Тулан залаял. Кого-то и отошел. Кого-то он залаял и ушел. Каш, Тулан, каш. Вот видите деревья. А что он оставил? Айда подтянулась. Мы на ельнике. Так, это у собак следы. Что он интересно тут полаял? Крупный сосняк, елки, бурелом. Или белка, или куница. Так хорошо полаял он, полаял. И там рыщу тоже побежал. Думал, там кого-то учуял. Чего тут? Если белка, конечно, даже близко смотреть не будем. Айда удивленно на меня смотрит. Какие следы какие-то есть, нету? Чего он тут лает? Ходит туда-сюда. Свежих следов никаких пока не было. Нюхтят. Я не знаю, ребят. Видно, где-то что-то, какой-то запах есть, но... Все, ладно, не будем время терять. Так, день короткий. Что-то нюхтит туланчик. И тут уже набегал. Сколько? Может, где-то какой-то зверек отмечал, может, что-то тут проходил тоже, но свежих следов вообще нету. Это половина, летит. Половина пути мы уже прошли. Здесь тупиковое место. И ни одного следа свежего. Ну, конечно, немножко сегодня снег выпал. Если старые следы были, то чуть-чуть намело там. Сколько тут бродило. Короче, все в спячку ушли. Все зверьки. Сейчас снег глубокий станет, и куница вообще перестает ходить. Это по первому снегу они любят там бегать. Я уже второй раз проверяю капканы, пока ничего. В следующий раз, наверное, уже все, буду снимать. Ну не знаю, половина пути, это еще половина пути. Посмотрим, вон какие сосны здесь. Мощные тоже. Вот это да, если плахи, вот из такой сосны сделать плахи на дверь, скажем, или на пол. Вот раньше вот строились и вот такие сосны валили. Там материал, конечно, мощный был. А сейчас, если дом построить, делянку выпишут, там, конечно, такой древесины мало где встретишь. Тонкие тоже, не крупные деревья. Вот так и идем. Но тут, как и говорил, снега вообще меньше, на целине там много, а тут все, весь снег там на деревьях висит там. Здесь мало. Вон даже видно эти брусничные листы. Можно собирать, чай кипятить там. Это для почек. Почки, если больные, можно там чай заварить. Полезная штучка, говорят. Ну, очищает, может, там почки. Вот
такие дела. Снег перестает идти и немножко посветлело. Белка, чувствуешь? А где-то на елках, наверное. Где-то он тут, наверное, походу. Там шелуха тоже от шишки под этими елками были. А это тоже там нюхтит. Нюхачей. А? Где результат нюхать? А, Тулан? Где трофей наш? Тишина, никого нету. Ну вот. Последние метры сейчас уже на дорогу даже выскочим. И по дороге будем спускаться. Так. Вот она дорога. Ничего, магистраль в этом году. 27 декабря. И еще можно ездить на машине. Протоптали вездеходы. И на машине, в принципе, можно километров 50 минимум еще проехать. На УАЗике. На УАЗике можно, да. На Ниве можно. На чем угодно вообще. Так что, ну сейчас новогодние праздники пойдут. Поднимутся по этой дороге буранисты, рыбаки. Рыбаки в основном. Сейчас зимние каникулы начнутся у людей. Попрут на верховье. Так. Ну-ка глянем еще тут. Речку выйдем, посмотрим. Тут все как обычно, пустота. Так и не появились косачи. Все. Значит, так и не будет их. Всю зиму. Это стопудово. Если сейчас нету, вряд ли уже появится. И время сейчас, именно вот, должны сейчас они выходить. Сейчас время 10 часов 26 минут. Буквально на пару часов они выходят на деревья, кормятся и опять на лунги. Но, к сожалению, их нету. Если тут в этом местности нету, но там выше еще места такие хорошие. Кормовая база у них отличная, там есть даже, но не сегодня. Сегодня точно не пойду. Это как-нибудь в другой раз на Буране, может, если приеду. Посмотрим как. Дорога, может, всю зиму такая будет. Если всю зиму тоже лезет Тулан. Если всю зиму будет дорога, конечно же, я буду ездить на машине. То спрашивают, когда я заведу Буран. Ну, повода еще не было такого, чтобы завести. Дорога вон есть. Я лучше на теплой машине сюда приеду. Ну, поглядим. Сейчас. Может, все резко поменяться. Очень даже быстро. Снег за ночь может выпасть там полметра и все. Ты уже не проедешь на машине. Снег прибавляется, хоть медленно, но прибавляется. Вон на деревьях сколько снега, вон заснежено, все красиво. Я вижу эту красоту. Именно вот красота. Но на видео это, конечно же, не передать. Это вам самим надо в походы ходить.
зимой. И эту красоту вы увидите. Лапа обледеняет. Вон Айда тоже мучается. Грызет. Под лапами лед получается. А, это тулан, оказывается. Вот, блин, путаю их. Расцветка одинаковая у них. Я думал, Айда. Вот так. Ну, 2 часа где-то. Или сколько мы бродили. Небольшой такой кружок, но быстро справились мы. Пока снег позволяет тоже ходить пешком. Хорошо, что я лыжи не взял. То там бурелом сильный. И еще один поход будет именно по капкану. С капканами возиться там. Я уже буду снимать это стопудово. Я мнение свое не поменяю. Если по неглубокому снегу не попалось уже. 2 раза уже проверяли. И сегодня без куницы тоже возвращаемся. Попался только одна белка на задние лапы. Как она умудрилась. Короче, обеими лапами она залезла и все, короче, одна белка. Я не знаю, там 50 рублей это шкурка, наверное. И как-то слухи еще были, что в Сыктывкаре на чучела берут, ну, тушкой полностью белку. Там они, скажем, за 200 или 250. Но это слух, я не знаю. 250, скажем, рублей тушкой сдаешь. И, как мне еще сказали, желательно добывать из гладкоствольного, из дробовика. Если из мелкашка, она пуля проходит и рана большая получается. А от дробовика там рана, конечно, меньше. И на чучела вот такие тушки берут. Говорят, что берут. Но, как и говорил, не знаю. Я не сдавал туда ничего еще. Ну, взял с собой. Я там не оставил. Можно было вместо привода там повесить там возле капкана. Но с собой взял и думаю, пока шкуру не буду снимать. Вдруг может и... Блин, Айда. Вдруг может и удастся сдать. Именинник бродит. Ровно год исполнилось сегодня Тулану. И такого праздника, конечно, я тоже делать не буду. Фейерверки такие, как некоторые богатые люди. Обычный день у него. Обычный рабочий день, прогулка. Ему это, знаете, какой подарок? Это когда собаку ты отпустишь с вольера или с привязи и гуляет целый день. Он не может нарадоваться, он придем домой, как ляжет и будет отдыхать, спать. Вот такие дела. Ну все, сейчас дойдем до избы, отдохнем и дальше заниматься своими делами. Какой-то дымок еще идет из трубы. Собака уже на месте. Поглядим, потухло или нет. Дерутся. Это достало уже. Да. Иди. Так. О. Огоньки такие. Отлично. Все, не выгорело там. Сейчас нормально затоплю. И чай надо скипятить. Может еще что-то покушать придумать. Такую чурку еще туда закину. О, загорится она. Тяга есть, сейчас загорится. На кому надо течь? Маш, уйди.
Monta ateş. Ucudnur. Se. Буржуйкой. Самое главное дрова. Будут дрова, будет тепло. Немножко заготовим. Ребят, я немножко пострелял тут, но заснять. Начинал что-то снимать, потом с этими похождениями туда-сюда и не раз пришлось выстрелить. Короче, я показываю результат. Так, вот открытый, как сказать, открытый прицел, так скажем. Такой кубик сделал, на 50 метров расстояние. И вот смотрите, как пули пошли. Вот пошла первые пули вон так, потом туда-сюда. Но разброс, скажем, здесь 3 сантиметра, ну здесь максимум на сантиметров 8. Потом я настроил оптический прицел. Пришлось пострелять тоже. Я оптический прицел, вот сейчас покажу. Вон там латунная прокладка из латунной гильзы. Из обычной гильзы я сделал два слоя. И одного слоя, в принципе, должно хватить, оказывается, было. Ну, можно и один слой вполне хватает. Потому что я, как сказать, 2 слоя поставил и пришлось крутить, настраивать прицел очень даже много. Короче, тут не разберешь, но это не главное. Но факт, что я задумал тоже, давно хотел сделать, потому что такой кронштейн, такое ружье, что не мог я нормально настроить оптический прицел. Сейчас все нормально. И вот 50 метров разброс такой. 50 метров. Ну, где-то сантиметр, где-то 2,5-3 сантиметра. Ну, вот такая куча, скажем, вот. 5 сантиметров. Спичечный коробок. Не знаю, где-то мне должно быть. Но сравнить, если с спичечным коробком, вот такой разброс. И очень даже хорошо прилетели пули. Очень хорошо. Тут, конечно, побольше. Ну, открытый прицел у меня плывет. Хреново. С глазами что-то не то. А это результат уже нормальный. Так, еще что. Вот последний выстрел я сделал со 100 метров. Со 100 метров уже контрольные выстрелы. Вот смотрите, первая пуля вон туда пошла. Хотя здесь 50 метров, вот этим одним прицелом у меня шло вот такая куча на 50 метров. А с этим прицелом я выстрелил, вон на 10 сантиметров пуля выше пошла. Потом я прицел настроил также, вторая пуля вон сюда пришла. Все время лево тянет и все, хоть ты убей. Короче, я думал это, но еще чуть-чуть настроил правее, чтобы пошла. Следующий выстрел сделал у меня вот здесь, наверное, вот эта пуля пришла. Потом сделал следующий выстрел, вот сюда пришла. Вот 2 пули получается, ну, где-то 4 сантиметра разброс. Но это после каждого выстрела, вот до того опушки леса, я выстрелю, схожу, приду и не отдышась, в следующий раз стреляю. Короче, дальше я стрельнул со 100 метров 10,9, полуоболочка, вон сюда пришла, разброс, я не знаю, ну, в лося можно попасть, но если в дичь точно не попадешь. Ну,
Это не так, я этим патроном практически не пользуюсь. Самое главное, Барнаул 9,4. Дальше я стрелял со 100 метров, короче. Вот сюда пришла, все, на этом я остановился. Вон такая куча, вот, с палец, короче. Но если нормально, не спеша стрелять, там вся куча так придет, я уже говорил. И сейчас у меня на 100 метров настроен прицел вот так. В середину я стреляю, чуть-чуть влево, чуть-чуть. Но я остановился, не буду уже щелкать. Я уже знаю, что чуть-чуть левее. Если в любой момент я могу еще раз щелкнуть, чтобы правее пошла. И этим прицелом я, короче, контрольный выстрел с 50 метров сделал вот в середину, как-то вот так вот в середину примерно прицелился с 50 метров. Вот эта пуля. Это уже с 50 метров. Четвертая. Ну, все. Короче, ребята, вы видите, вот такой результат дал мой карабин. Новая пристрелка. Я вам скажу, что зимой пристреливать оружие, ну, или упор хороший, чтобы был. Я вот с этой чурки вот так пострелял. Такого расстояния. Карабин отлично бьет. Не могу нарадоваться. Вот. Куча хорошая. Можно еще кучу лучше забрать. 100% можно. Если, вот скажем, я вот оттуда приду, у меня все шатает. Вот я как будто руки нормально вот держу, ствол не шатается, но все равно сердцебиение так, вот так дергает и все. Сердцебиение. Короче, это не надо говорить, это у всех так, если по сугробу бегаешь и стреляешь. Хорошая куча на 100 метров, это я доволен вообще. Как-нибудь, может, постреляю, поснимаю, но без снега. И, в принципе, кому я что должен доказывать? Вот результат. Верьте, не верьте, это уже дело ваше. Все, короче. Как сказать, открытый прицел, вот, открытый прицел. У меня пули пошли, вот, сперва я говорил на обзоре, вот, на пятерке. Но на пятерку у меня, я не знаю почему, у меня сейчас пули пошли выше, даже в коробку я не попал. И я установил на тройку. На тройку установил, и на тройку уже вот такая вот эта куча. Это на тройке. И этот с оптическим прицелом. А со 100 метров я уже бумажку повесил. И знаете, всегда стреляйте в белую бумажку. Мишень сделайте. Не черную, черное пятнышко, а белую. И когда у тебя шкала черная, на белом шкала отлично видна. Поэтому я со 100 метров всегда стреляю в бумажку. Все. Короче, пострелушка у меня закончилась. Сейчас я буду обедать и дальше заниматься своим делом. Я так спотел, пока я бегал туда-сюда. И патронов, я не знаю, 1, 2, 3, 4, 5. Так, подожди, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, ну штук 20 патронов я выстрелил. У меня еще даже в коробку бывало не попадало первые патроны, когда я с оптики стрелял. Выше шли, ох, очень высоко шли. Сперва у меня всегда низко шли пули, вот перед тем, как я подложил эти. Все время отсюда бил за 100 метров. А сейчас у меня вообще, я могу настроить до, знаете, хоть до 5 километров оптический прицел. Вообще четко все. Вот так. Собаки у меня тут отдыхают. Пошумели, конечно, конкретно мы. Ну все, хватит. Хватит, настрелялись сегодня. Везде гильзы, надо собрать еще гильзы. Вон они. И этот полуоболочка. Ну, еще, наверное, я бахну разок с 50 метров. И для интереса. За 100 метров вон как низко полетело. Значит, надо невидимой планкой тоже стрелять. Ну, это на зверя, если что. И обязательно с 50 метров полуоболочкой надо стрелять, потому что в тайге там полуоболочка, если в магазине, там, ну, от зверя, от медведя или еще от чего, чтобы уверенно знал примерно, куда прицелиться. Скажем, вот ты видишь, медведь там идет или переходит речку. В тот момент только, наверное, как-то
я осмелюсь выстрелить в него, а когда вот, скажем, рядом, ну не знаю. Короче, я сейчас пообедаю и на один раз бахну туда, куда попадет, полублочкой. Так, установил на 50 метров, приблизил, что возможно. Сейчас с полублочки я еще бахну. 50 метров, короче. Глянь, а куда прилетит. Так. Закрыли ушки. Сейчас будет громко. Так, примерно. Что-то попал? Нет. Ниже, наверное, пошла, да? Ой. Как я понял. Так. Наверное, ниже. Сейчас еще один патрон. Это я в яблочко сейчас целился. Сейчас еще невидимой планкой. Бахну разок. Она ниже бьет. Так. Ну вот, сейчас вроде нормально. Значит, так. Сейчас, ребят. Значит, 10,9 грамм тяжелее пуля. И идет ниже. Со 100 метров примерно на 5 сантиметров идет. Ой, со 50 метров на 5 сантиметров. Со 100 метров 10 сантиметров ниже идет. 10-15. Разница огромная. А вот 9,4 все одинаково. Так, ну-ка, глянем. Ну да. Вот, ребята, первый выстрел, наверное, вы видели. Это второй выстрел. Ну, видели, как все ровно вот идет пули. Самое главное, чтобы знал ты расстояние и на каком. На мелкашке это очень большая разница. Вот я сейчас вот сюда прицеливался, вот сюда. Например, в середину, вот. Не выше, а вот так. Значит, на 5 сантиметров ниже идет пуля. Вот так вот. А это, ну, медведя все равно попадешь, хоть как. Можно и в рябчика попасть. Опа. Вообще, я, в принципе, доволен этим результатом. Дальше, наверное, сегодня уже стрелять не буду, надо успокоиться. Немножко я пострелял, патрон заканчивается. Сейчас, наверное, в город съезжу, опять надо прикупить пару пачек. Патроны 21 рублей штука. Я скажу вам, удовольствие не из дешевых. 21 рублей. Самый дешевый патрон покупаю, и вот какой результат дает. Куда лучше. Хоть 50, хоть 100 метров одним прицелом прицеливаюсь и стреляет одинаково. Главное, чтобы руки чтобы не дрожали. Руки там доли каких-то миллиметров и сотых миллиметров, и пуля у тебя со 100 метров уже улетит. Вот так. Ну все. Пока бумажку, наверное, я тут оставлю. Сейчас пообедаем и уже, скоро стемнеет. Ничего не успел. Но время, наверное, где-то час я потерял с этой стрельбой.